когда он приехал, я не стал его тревожить, потому что человек обессиленный. Вот те, кто видел, сказали, он не жилец, ну, врачи я имею в виду. Видимо, что-то сделали, или он уж сам, потому что он где-то в интервью говорит, что я до того, как он попал в больницу, вот это тюремную, да, он себя нормально чувствовал. И вот после этой больницы он как-то вообще страшно занемог. Вот. И, видимо, его гарантированно выпустили на свободу, зная, что он, так сказать, вот представьте, завтра он поднимет восстание, да, а он такой человек, который не боялся смерти и мог, как самурай, идти до конца. За ним улица могла бы пойти, толпа. Вот этим он был опасен для режима. Вот. И поэтому его гарантированно, так сказать, укололи или не знаю, что сделали, может, новичок там, кто его знает. Сейчас столько технологий вот, уничтожения оппонентов. И вот, к сожалению, он где-то там 45 дней, что ли, был на воле, 16 лет просидел в тюрьме. Вот. Самое бесценное, что есть у человека, это его жизнь. Тем более он творец, не мог творить толком, потому что запрещали там, ограничивали в доступе к информации. Вот. Ну вот, короче, он сознательно принес себя в жертву ради вот этой, так сказать, поддержания духа казахского народа. Вот когда был юбилей, и я как раз спич сказал, после этого меня еще спецслужбы начали прессовать, там всякую подляну устраивать, там ликвидировать, там этот аккаунт там на Фейсбуке и так далее, и так далее. Вот, и, значит, Арон, я так смотрел его гороскоп, у него в 12 доме ограничений, тюрьмы, болезни, свободы, вот этот встреча с Богом, у него там Сатурн, то есть его стержень. То есть он уже был как бы запрограммирован на то, чтобы вот то время нашей нации, когда мужики почти исчезли. То есть я это объясняю тем, что был же страшный голодомор, почти половина исчезла казахов. И, конечно, в первую очередь гибли мужчины, они отдавали последнее. Вот, и выжили дети, там, женщины. Вот Зиманов, академик Салах Зиманович, он говорил, что раньше, говорит, наши предки, вот 1 против 6 калмыки, если калмыки, 1 против 6 могли спокойно выходить. Ну, допустим, их 10 человек, допустим, могли против 60 спокойно выходить. Вот такой был богатырский дух. Вот, и потом после Голодомора даже есть версия, что чуть ли не на голову ниже стали казахи. То есть они были здоровые, рослые. Вот Арон, он же с Астраханской области, он такой же рослый, крупный. Он унаследовал вот эти, видимо, гены своих предков. Вот. И, значит, он был символом несломленного духа казахов. Он мог бы попросить прощения там, или там помилования, да? Но он не признавал свою вину, считал, что его по политическим, и, значит, ушел несломленным. То есть вот этой схватки, которая длилась 16 лет, кто кого сломает, вот Арон, я считаю, вышел победителем. И в этом огромная, так сказать, наша надежда, ну, будущее как бы казахов, что среди казахов нашелся вот такой один герой, но когда 16 лет ты в одиночном этом камере, да, 16 лет, там столько соблазнов, столько этих минут отчаяния, тем более он был не понят и не особо-то поддержан своим народом. И вот 16 лет он не ломался вот, по гороскопу Казахстана, через который я вообще-то анализирую каждого человека, он как бы стержень, Сатурн Казахстана. А это Сатурн, это выражает стержень народа, его социальное позиционирование, его дух. Вот, значит, это как бы закон высший, потому что управляет Сатурн, это он управляет 10-м домом высших достижений, власти там, и так далее. И вот спасибо Арону, что вот в течение вот этих 16 лет он, значит, один противостоял, так сказать, режиму. И я думаю, когда этот режим уйдет, вот,
то одну из самых лучших улиц назовут именем Арона. Арон, он поднимался снизу, его никто не поддерживал, он ни перед кем не преклонялся, никому не кланялся, шел своим честным путем, вот, и вот стал народным, так сказать, трибуном, глашатаем, лидером, вот, символом, как я уже сказал, вот этого духа казахского народа. Вот это, я считаю, самое главное его достижение. Ну, даже вот, когда же, помните, Шанарах, многие же призывали этих оппозиционеров пойти, но никто же не пошел, когда уже дело дошло до рубки, до реальной драки, войны. Все спрыгнули, только один Арон пошел. Ему, вот я знаю, Адлхан ага, значит, Батырбеков, один из тоже лидеров национально-патриотического движения, он минимум 250 тысяч долларов вложил в это оппозиционное движение. Он ему говорил, не иди, это западня, потому что за ним уже шла в то время еще охота, потому что он был реальный лидер, основатель партии Алаш, потом национально-социалистическая партия. Вот. И он был такой крупномасштабной фигурой. Поэтому, естественно, была охота за ним, и его подставили. Вот. Хотя вот я знаю человека, который, ну, родственник вот этого, одного из этих, вот этот милиционер, оказывается, которого связали, он нагло пошел в дом, хотел вот типа выгнать их, очистить, и те уже не выдержали, прямо его поймали, затащили, связали колючей проволокой, обвязали и сделали заложника, потому что у них больше не было никого. Вот. И Арон бегал, не сидел в этом доме, Арон бегал там на передовой, возглавлял вот это народное сопротивление. Вот представьте себе, да, бездорожная толпа, вооруженная палками, да, камнями и, может, бутылками Молотова, да, и вот эти спецназы, которые превосходили числом, были экипированы щитами, там, дубинками там, и так далее. И вот они не сломались, победили. Вот. Поэтому, видите, это, я его считаю реальным лидером, вторым Исатаем, вторым Махамбетом в наше время. Сама его жизнь, это была вот как горение свечи. Как горение свечи, он горел, поддерживал дух. Вот дух алашардинцев последних там, дух вот этого закабаленного, угнетенного, колонизированного в течение нескольких веков казахского народа, который вот мы же знаем, как вот эволюционно развивались нации, да, вот они должны были, казахи должны были нормально сесть, у них была мощная элита алашардинская, да, не менее 25 тысяч, которых расстреляли, да, сторонников вот этих алашардинцев. Вот. И мы постепенно по буржуазно-эволюционному пути мы адаптировались, и вот эту свою кочевую культуру, не утеряв ее, мы бы трансформировались в такую нормальную буржуазную нацию, вот, по эволюционному пути. То же самое должны были пройти русские. Но русских зачистили, уничтожили дворян, уничтожили попов, священников, уничтожили крепких кулаков хозяйственников. То есть полная тотальная зачистка. Вот такая зачистка была осуществлена в отношении казахов. То есть срезали вот этот мыслящий слой, элиту, целиком просто выкорчевали. И оставили просто народ, так сказать, без головы. Без головы. Это причем еще с 19 века началось, когда уничтожили Кенесары, как последнего государственника Чингизида, хана. Вот. И казахи остались без головы. Вот потом Абай духовно поддерживал, там, дал вот эту казахский космос кочевой, который гиб, умирал. Он как бы вот описал его, вот, ту эпоху, то время, тот народ, который жил. Вот. И после вот революции, уже сами знаете, низы поднялись наверх, а реально ли это было уничтожено, было опущено вниз. Вот. И, значит, как бы нация была фактически уничтожена. Он же был Бериш, а Бериш это очень древнейший, один из древнейших казахских племен, еще со времен скифов. Вот. И, значит, он как бы
нес вот этот корневой дух, корневые связи вот этого казахского, дочингизийского народа. Эпохи Исуни, Канлы, там, Бериши, там, и этот Кипчаков, там, Каманов и так далее. Поэтому он действительно воплощал казахский народ и показал в 21 веке, что значит быть казахом. Вот его жизнь – это реальный образец. Это не какой-то там человек, который сбежал за границу и там из-за границы что-то вещает, да, а он здесь и сейчас. Здесь и сейчас в тюремных казематах 16 лет, почти как Нельсон Мандела. Я его называл Нельсон Мандела, вот, в стихах, везде, там, на постах, но вот он это... Он мог бы стать, кстати, Нельсон Мандела, если бы выжил. Вот, но он как бы больше был поэтом, трибуном, вот, политиком, вот, историком, я считаю. Он правильно все выразил, понимание судьбы казахов, их кармы там, и так далее, и так далее. Вот. Завещал, я думаю, он быть достойным своих предков, унаследовать то бесценное богатство, которое вот, нес с собой в своей 50-вековой истории казахский этнос, и, значит, не потерять связь с предками, арвахами, оставаться тенгрианцами. Вот. Вот это, кстати, одна из мощнейших ипостасей, граней Арона, то, что он был по убеждениям тенгрианец. То есть тенгрианство – это, значит, древнейшее, где-то минимум 7-8 веков, не религия, а мировоззрение свободных людей-кочевников Евразии. Вот еще у шумеров были понятия дингир, вот это все. Вот. И, значит, от него, от этого тенгрианства отпочковали все мировые религии. Вот, зороастризм, там, буддизм, там, и так далее, и христианство, там, иудаизм. Все это унаследовано, заимствовано от тенгризма. И вот тенгризм – это было просто вера, мировоззрение, философия, образ жизни нормального человека-кочевника, хозяина-собственника и воина-защитника своего отечества, своего рода, своей семьи, так сказать. И не случайно вот он погиб, можно сказать, был осужден за Шанрах. Шанрах – это символ, который в нашем гербе. Вот. Значит, Шанрах – это одновременно это крест, это, значит, то есть место сплетения, вот это же купол, бесконечность, круг, и внутри 4 стороны света, и одновременно 4 стороны угла. И этот Шанрах стоял прямо над Отан, Отағасы, это самое, как, Отчигин, говорят, как бы наследник вот этого. То есть это святыня. И вот он как бы встал грудью на защиту вот этой святыни, потому что он понимал, если казахов это сломят, да, Шанрах, это будет важный прецедент, это как бы будет искривлена карма. И вот он посчел своим долгом, будучи интеллигентом, да, стать на защиту, разделил долю вот этих рядовых простых казахов, шанраховцев, и стал на их защиту. Вот это, я считаю, подвиг. Уже вот это подвиг. И второй подвиг, то, что он 16 лет в одиночку противостоял режиму и вышел моральным победителем. Арон судьба такая несчастная, как и всех казахских лидеров. У нас казахов как, чтобы получить признание, надо сначала умереть. Или как Димаш поехать Китай завоевать. Только после этого тебя признают. Арон вот это все прекрасно понимал, был истинно таким тенгрианцем. Почему? Потому что вот по этой последней книге, вот этой моей «Постсоветская империя Чингисхана 2.0», 2 тома, я доказал, что казахи – это мозолистое тело. Вот есть два полушария мозга, да? Так и Земля – это большой человек. И вот у нее есть 2 полушария. Западное, которое линейно технократически мыслит, и восточное, образное, целостное такое,
интуитивная. Вот, скажем, китайцы принадлежат восточной, Запад принадлежит западной. И вот мы посредники между ними. Мы посредниками, то есть мы мозолистое тело. А как оно появилось? Мы сначала были охотниками, а охотник, он одновременно видит и целое, дух леса, допустим, поклоняется ему, и одновременно должен видеть каждую мелочь. След, давно свежий след, там веточка сломана, прошел изюбр, там, или там еще кто-то, понимаете? То есть у него было целостное и линейное такое, аналитическое, и в то же время образно целостное. И потом охотники трансформировались в кочевников. И эти кочевники должны были вот это универсум воспроизвести, космос воспроизвести в виде устройства государства. Понимаете? И поэтому они трансформировались в мозолистое тело, посредник. Вот. И отсюда мы можем и китайцев понять, и можем западников понять. То есть мы открыты всему миру. А ислам же – это уже только религия оседлых людей торгашей. Понимаете? То есть сразу идет извращение нашего изначального биосферно-космического кода тенгрианского, потому что Тенгри – это бог не оседлых людей, это бог кочевников, бог всех растений, всех зверей, всех людей. И Чингисхан был тенгрианцем, так же, как Атила, там, Моде, и поэтому он не делил людей по расам, там, нациям. Для него не существовало. Для него человек был такое же существо, как растение или там зверь, имел такие же права. Вот. То есть Бог Тенгри дал каждому его долю, и в том числе человеку. Поэтому у него было универсальное восприятие человечества, он не делил на господ, рабов, там, да, и поэтому у него было такое универсальное биосферно-космическое мировоззрение. Он хотел построить на Земле вечный мир, вечное государство, Мангиель. Вот. Никакой не монголы, я считаю, вот Мангиель он назвал. А потом русские переделали, вот, превратили монголов там и так далее. Поэтому, так сказать, когда мы вернемся к тенгризму, и вот первым защиту поднял слово, защиту тенгризма поднял Арон, это его третий духовный подвиг. Можно еще подвиги перечислять, как у Геракла. Вот. Но вот то, что вот это он сделал впервые на зоне КЗ, там вот, сказал, что наша вера, наше мышление, мировоззрение – это тенгризм. То есть он нам вернул к себе, казахов вернул к себе как имперскому народу. Мы народ объединили. Почему? Потому что тенгри, вот сейчас какая конечная остановка, станция, куда должно прийти человечество в результате вот этой войны против сатанистов, глобалистов, которые хотят загнать нас, да, в концлагерь ГУЛАГ новый цифровой. Да. Единственная объединительная идея, которая способна сплотить, объединить всех землян, это идея Тенгри. Мир как единая семья Тенгри и матери земли, Умай. И сыны человеческие, звери, растения между ними, как их дети. Понимаете? То есть мир как большая семья всех зверей, людей, растений. Вот это единственная правильная биосферно-космическая идея. И она не выдуманная, не взята из головы, потому что так устроена Вселенная, так устроена наша Земля. Если, значит, растения перестанут вырабатывать кислород, то животные погибнут. Они же выделяют углерод, поглощают кислород. Если погибнут животные, мы тоже умрем с голода. Понимаете? Без растений, без животных мы умрем с голода. Поэтому тысячами корнями мы связаны с миром зверей и миром растений. А они же, в свою очередь, питаются матерью землей. Она их питает. То есть, видите, как Тенгри порождает мир, служит, так сказать, из себя порождает чистая такая, безусловная любовь. Творит вот это землю мать, как ее дочку, и в то же время как партнершу жену, да? То есть диалектическое мышление такое. И земля питает растения, служит им. Растения служат животным. Животные служат конь, допустим, или овца, приносит себя в жертву человеку. И человек дальше несет вот эту эстафету, служит Богу, Тенгри. То есть вот этот мир держится не на трех китах, а на вот безусловной любви, безусловном служении нашему отцу Тенгри, который породил и заповедовал нам вот служить друг другу, любить друг друга. То есть любить отца Тенгри и служить ему, и на этом будет вечный мир, вечная справедливость, вечная гармония, будет всеобщий достаток.
Вот это Арон правильно понял. Правда, он не выразил, как я, вот это философский, вот в такой формуле. Но он интуитивно все правильно воспринимал своими клетками, своим духом. И я считаю, вот это вот мы должны ему, конечно, потом поставить памятник, вот, и держать его как символа духа народа. То есть, когда я вот писал, что если мы вернем голову Кинисары, то мы должны вот облететь с этой головой Кинисары по границам всего этого и взять книгу Арона, Тамга Небесного Тагагана, и вот клич Хан Кине, Арон, он должен быть кличем всех казахов 21 век, потому что мы рядом с Китаем, это почти 1,4 миллиарда, масса такая, тоталитарно управляемая коммунистической партией. Вот. И, конечно, нам нужны герои, нам нужен дух, нам нужен высокий патриотический идеал, образцы высокие, герои, которым, опираясь на плечи которых, мы можем отстоять свою землю, 9-ю территорию мира. То есть гигантская земля. А чтобы вот эти там 19 миллионов казахстанцев удержали эту землю, нужен героический дух, под который был у наших предков. Потому что мы уже осели, изменили завету Чингисхана. Потому что он говорил, не садитесь. Как только сядете, исчезните, растворитесь в чужой культуре. Вот так и с нами произошло. И вот этот Арон, Кинисары, это последняя нить, которая нас связывает биосферной космической тенгрианской империи Чингисхана. Арон – это настолько гигантская фигура, которая нужно время, нужно опубликовать, во-первых, все, что он написал, во-вторых, надо внимательно вот вдуматься, вот это разбить по блокам. Вот его каждое стихотворение заключено глубокий смысл. Вот, допустим, он говорит, берегите там про яйца, пишет, размножаясь как кролики там. И он говорит, наши предки в наших яйцах. То есть они сидят в нас, как клетки. Как клетки, вот мы несем с собой там, вот 50 веков, да, существует казахское племена, казахский народ. За каждым казахом стоит вот эта его уникальная история, его дух предков. И когда казахи понимали, что силу дают предки, родная земля и предки, потому что они ближе к Богу, Тенгри. Вот. И поэтому они кричали «Аруах», когда шли на бой, кричали «Аруах». Вот. И Аруах почему? Потому что Аруах, они твои ангелы-хранители. И они в этот момент закрывают трубу, через которую человек, когда погибает, он летит. Мы народ, во-первых, мыслящий за всю планету, проводники воли и закона Тенгри, то есть общечеловеческого, биосферно-космического закона. И во-вторых, у нас, когда мы же умный народ, мы понимали, что сила народа в его герое. И вот они, чтобы зря не погибнуть, они придумали такой косвенный способ выяснения отношений. Второй способ – это айтыс. Вот первый способ – это был жек-пе-жек. Выходил батыр стоя с этой стороны. И вот этот поединок решал судьбу народа. Видите? То есть у нас было голографическое мышление, что мы понимали, что герой, лучший герой, он олицетворение вот этого народа. Он соки, самый лучший соки. Дух вот этого народа. И чей дух победит, тот, значит, и должен быть победителем по закону Тенгри и должен уступить. И вот у нас всегда сражения были в основном с Джунгаром, допустим, в такой традиции. И вот Аблай-хан как поднял, что он кричал «Аруах, Аруах», и вот этот Аруах помог ему победить Батыра, который намного превосходил, намного был опытный. Тот пацан был, сколько там, 15 лет или 16, по-моему, лет было, и Богембай уже, Хабамбай уже был старый, и просто можно не это. И если бы Хабамбай упал, это было бы катастрофа, конечно. Поэтому, видите, Аруахи очередной раз спасли казахов. Вот. И я думаю, вот Арон, этот символ, оберег казахского народа. Если мы это будем четко знать, четко утверждать в армии, когда будут присягать, и будут вот эти портреты Арона, портреты Махамбета, допустим, да, Исатая, портреты там Кинисары,
там Аблая, там Чингисхана, я не знаю, там 200 вот этих, Моде, вот Ашина, вот эти там Культигины и так далее. Конечно, мы, вот этот дух предков, он наполнит нас и даст силу выстоять рядом с 1,5 миллиардным народом. Казахи, вот есть такое выражение, казах курса, алем курыйда. То есть мир рухнет, если казах перестанет быть казахом. То есть быть щедрым, гостеприимным. То есть вот помните заповедь Христа? Ударили подставщик другую. После этого пошло новое человечество. Казахи задолго до нашей эры знали это. И у них есть пословица: ударили камнем, кинули камнем, ответь угощением. Вот насколько был умный, мудрый. Вот посмотрите, армяне с азербайджанцами сколько лет воюют, не могут, да? Хотя армяне говорят, мы древнейший там народ. Вот. А казахи-то знали, что только любовь, только добро, кемпиильдык вот это казахское, только оно спасет мир. Понимаете? И мир спасет Чежире. Вот то, что мы знаем, что наши рода – это и есть древо жизни. Вот. Казахи – этот народ, который последний на земле народ, который сохранил, понимает и удерживает в своей памяти вот это древо жизни. И вот в Астане, вот это, видимо, Назарбаев не случайно, вот этот там Самрук, вот этот там вот этот символ древа жизни. Поэтому невыгодно темным силам, сатанистам, которые хотят превратить человечество в рабов. Вот, это во-первых. Во-вторых, значит, невыгодно, значит, те, кто хотят до сих пор править, рулить по-прежнему империей, так сказать, старой романовской. Вот эти две главные враги. Ну, слава богу, тюрки поднимаются, 200 миллионов их сейчас минимум. И вот они снова поднимутся, и я думаю, опираясь на дух таких героев, как Арон, там, Кенесары, Аблай, Чингисхан и так далее. Хорошо. Про сатанистов, про Романова все понятно. Но посадил-то его этот режим. Да, конечно. Этому режиму тоже невыгодно было, чтобы казахи... Ну, конечно, это же очевидно, потому что они переметнулись на сторону тех, которые правят миром, правят, управляют, и посадили всех на крючок. Шаг влево, вправо тебя уничтожит просто. Вот наша элита, она все капиталы держит где? Вот. Держит в Лондоне, на их счетах. Поэтому, конечно, это им невыгодно. Поэтому они его и уничтожили, в конце концов, Арона.